В год 70-летия Великой Победы мы рассказываем о ветеранах войны и тыла. Сегодня героем сюжета наших ленских коллег стала Римма Мусаева. Она застала войну, будучи маленькой девочкой, вместе с семьей пережила все ее тяготы. Воспоминаниями о военном детстве ветеран поделилась с нашим коллегой из Ленска Сергеем Евсюковым. Война застала десятилетнюю Римму Мусаеву в девичестве Прокшину в Архангельске. Город хоть и не находился в зоне активных боевых действий, но ударом вражеской авиации подвергался. И когда началась бомбежка, тем более, и первая бомба попала в медицинский институт во двор, прямо двор снесло. Ой, мы так плакали, мы так ревели, мама, увези нас, увези, увези, увези нас. Ну. Тот страх, который испытали дети, а их в семье помимо Риммы Михайловны было еще 6 ребятишек, заставил старших Прокшиных со временем вернуться в районный центр, село Лежуконское. Именно отсюда за 4 года до войны семья и переехала в Архангельск, и здесь же провела все военные годы. Всем пацанам выдали рукавицы такие, вот как сейчас рабочие ходят. И чтобы город не сгорел, везде стояли бочки с водой. И ребята, пацаны, с крыши эти бомбочки кидали прямо, все уже были так вооружены, что только чтобы не загорел город, не загорел. Помнит Римма Михайловна и некоторые обстоятельства прихода иностранных кораблей в Архангельск. Напомним, что во время войны город был основным портом, куда шли караваны судов с грузом военной помощи из стран антигитлеровской коалиции. И даже мы слышали, что идет английское судно, а его бомбят. И вот я потом прочитала, что 11 суден это немцы разгромили. Много бед и несчастий принесла война, вспоминает ветеран тыла. Но вот День Победы Римма Михайловна не забудет никогда. Война окончилась. Ой, ой, как мы все были рады, как мы все кричали, все выскочили на улицу. Знаете, там около магазина такая была площадь. Мама пляшет и пляшет, пляшет и пляшет. Мы уже кушать хотим. Мама, мама, а она пляшет, она пляшет. 9 мая радоваться победе будет и сама Римма Михайловна. В этот день, говорит ветеран, она обязательно наденет парадную форму с юбилейными медалями на лацканах пиджака и встретится с товарищами, чтобы еще раз вспомнить те трудные годы и тех, кто не дошел до 70-летия, но остался в вечной памяти потомков.